26 сентября 2018 года руководство Республики Ингушетия и Чеченской Республики в тайне от своих народов подписано соглашение о постановлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. 4 октября 2018 года Народным собранием Республики Ингушетия принят закон о подтверждении данного соглашения. Более 10 депутатов Народного собрания Республики Ингушетия обратились к правоохранительным органам с заявлением о фальсификации итогов голосования по данному закону. Депутаты также заявили о том, что в нарушении регламента парламента голосование проходило тайным способом и одновременно в 3 чтениях. Согласно соглашению, подвергаются изменению границы и территории около 10 населенных пунктов и 3 муниципальных районов Республики Ингушетия. Без учета мнения населения этих муниципальных образований и всей Республики Ингушетия. Более того, соглашение подписано вопреки мнению народа Ингушетии, выраженным на съезде народа Ингушетии в 2013 году, решением которого предлагалось установить административную границу между 2 субъектами по сложившимся границам муниципальных образований. Практически все ингушские общины и диаспоры, тейпы, общественные и религиозные организации Ингушетии выступили против антинародного соглашения. Начиная с 4 октября 2018 года в столице Республики Ингушетия, в городе Магаз, проходили многотысячные митинги, участие в которых приняло не менее 100 тысяч жителей Республики Ингушетия. Митинг продлился 14 дней. Его участники выражали свой протест с подписанным соглашением от 26 сентября 2018 года и принятым законом Республики Ингушетия о ратификации этих соглашений. Оргкомитет митинга, преобразованный в Ингушский комитет национального единства, организовал около 30 сходов жителей населенных пунктов, которые также единогласно осудили передачу территории Чеченской Республики. Необдуманное и непросчитанное решение об изменении территории субъекта, находящегося в таком многонациональном регионе, как Северный Кавказ, без учета мнения населения, чревато обострением общественно-политической ситуации, проявлением межнациональной розни и конфликтов на этой почве. В связи с изложенным, Всемирный конгресс ингушского народа постановляет: первое. Признать антинародным и антиконституционным характер соглашения о постановлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года и закона об его утверждении. Второе. Обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с установлением административной границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой для восстановления справедливости. Это постановление по первому вопросу. Прошу голосовать. Кто за то, чтобы утвердить данное постановление? Прошу голосовать. Кто за? Шукусенки. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо. Тогда я перейду ко второму постановлению. Всемирный конгресс ингушского народа по второму вопросу об оценке деятельности органов государственной власти постановляет: на первом Всемирном конгрессе ингушского народа обсудили вопрос об оценке деятельности органов государственной власти Республики Ингушетия. Заслушаны доклады и выступления о социально-экономическом и общественно-политическом положении Республики Ингушетия. Делегаты Конгресса указали, что провалы в социально-экономическом развитии и общественно-политический кризис в республике свидетельствуют о полной дезорганизации системы органов государственной власти Республики Ингушетия. По всем ключевым показателям Ингушетия находится аутсайдером среди регионов России. Необходимы срочные меры по улучшению качества жизни людей и выстраиванию эффективной системы государственного управления. В связи с изложенным, Всемирный конгресс ингушского народа постановляет: первое. Признать неудовлетворительную деятельность органов государственной власти Республики Ингушетия, главы Республики Ингушетия, Народного собрания Республики Ингушетия, правительства Республики Ингушетия, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации от Республики Ингушетия. Второе. Направить данное постановление президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу.
Прошу проголосовать, кто за то, чтобы утвердить данное постановление. Прошу, кто за? Кто против? Нет. Кто воздержался? Единогласно. Спасибо большое. Мы переходим к обсуждению третьего вопроса о введении прямых выборов главы Республики Ингушетия и смешанной избирательной системы выборов депутата Народного собрания Республики Ингушетия. С волеизъявления жителей Ингушетии при избрании главы Республики и глав муниципальных образований выступит Мусольгов Магомед Адамович, председатель Координационного совета неправительственной организации Республики Ингушетия, председатель правозащитной организации «Машек». Yok beklatacağız, no, разъяснять, и сейчас перечислить нормы законодательства мы и так можем. Я хочу сказать своими словами несколько просто тезисов. Первое. Когда мы принимали Конституцию, когда наше старшее поколение формировало республику, в Конституции было записано, что глава, президент Республики Ингушетия избирается всенародно, тайным голосованием на 4 года. В угоду разным политическим силам нашу Конституцию раз за разом меняют. Ввели муниципальные фильтры, потом отменили выборы прямые, потом их ввели везде и нам не позволили выбирать, самим дали это право парламенту. Но мы знаем, что даже это право парламента является всего лишь фикцией. На самом деле они выбирают того, кого им укажут. Поэтому сегодня нам говорят, что объекты, которые строятся на бюджетные средства в рамках федеральных или региональных программ, или муниципальных программ, это я вам построил, говорит сегодня глава субъекта. Потому что он знает, что от нас ничего не зависит. Потому что он знает, что ему не нужно работать на то, чтобы его люди поддерживали. Сегодня он говорит, что демократию я вам позволил собираться. Это я вам дал демократичный такой президент. И федеральный инспектор тоже нам говорит, что какой народ такие бояре. Это рабская политика, это рабские слова. Они оба не знают, что в нашем народе никогда не было холопов. Они оба не знают, что наши предки говорили, один душ, один голос. Они должны были это знать, прежде чем раскрывать свой рот и называть нас рабами. Мы не рабы. И на митинге эти дни мы показали, что мы можем сплотиться. Мы показали, что мы, если захотим, у нас есть единство, что с нами надо считаться, что тут нет хозяина, который рулит и который может разбазаривать национальное богатство. Территория – это национальное богатство. И еще, я хочу сказать, все мы слышали запись про то, что в угоду себе он бы убил бы 10 тысяч ингушей. Клянусь Аллахом, мы никогда бы не позволили убить 10 тысяч наших братьев. Валлахи, мы не дали бы никому это сделать. Это надо знать всем. Так человек, который об этом говорит, должен был уйти как минимум. Застрелить толпу нашу братью вызову. И еще. Нам постоянно повторяют, да, то, что это выгодно, это правильно, неправильно. 500 тысяч ингушей знают, как избрать себе лидера. Нам надоели назначенцы. Когда назначают, они смотрят в рот человеку, которому его назначил. Они не считаются с народом. Народ имеет все свои законные права, моральные права, избирать себе не только главу субъекта, но и глав муниципалитетов. Мы знаем, что их назначают. Разве в населенном пункте люди не знают, кого нужно избрать, чтобы были хорошие дороги, или мусор вовремя выносили? Разве для этого нужно указывать главе государства или главе республики? Нет же, конечно. У нас сейчас двоевластие. Есть глава администрации, есть глава муниципалитета. Мы содержим два аппарата. В
каждом нашем муниципальном образовании, городе, селе двоевластие. Это двоевластие абсолютно никак не зависит от людей. С этим нужно покончить. Наши депутаты должны принять немедленно закон о прямых выборах, не принять, вернуть его просто. И прямые выборы глав муниципалитетов и мэров городов. Если мы этого не сделаем, мы и так повязаны в этой коррупции, мы больше ничего не добьемся. Все эти дни, этот месяц, война идет за одно простое, очень простое человеческое чувство. Чувство уважения к собственному народу, к своему мнению, к мнению людей. Если ты не хочешь уважения людей, ты знаешь, что сегодня человек, руководитель, без региона не бывает, без народа. Народ без руководителя бывает. И мы сами изберем, и мы сами проведем новый парламент, если надо. И выберем себе главу республики, и будем выбирать глав мэра. Это наша главная задача наблюдать за войной. С докладом приоритет возврата прямых выборов как основного гражданского права граждан выступает Худжиев Давуд Бексултанович, председатель Национального конгресса. Ездил за сигаретами, а без них не могу. Я поняла, даже во время разговора несколько раз. Дело ясно. Настолько обстоятельно сегодня эту проблему поднимали выступающие в этом зале наши соплеменники, делегаты. Настолько четко указывали необходимость возврата этих выборов и достаточно основательное выступление эмоциональное Магомеда Мусольгова. Я думаю, было бы достаточно вполне. Но из-за уважения я буду очень краток. 14 дней на площади стоял народ. Провели всех представителей ТЭПов. И сегодня, который час, огромное количество потерявшие деньги, нервы, время, оставив дела со всего света, сиделись делегаты, мы сидим на этом конгрессе. Из-за того, что нарушен основополагающий один принцип принятия важнейшего решения Конституции. А по выборам главы республики нарушены 4 пункта этой Конституции. Нарушены фундаментальные права каждого из нас. 4. Мы должны 4 раза сильнее и настоятельнее завтра потребовать. И нам очень мне понравилось выступление нашего уважаемого депутата Энерги на то, что парламент имеет эту возможность сегодня вернуть нам, безболезненно пересмотреть закон. Мы очень настойчиво должны потребовать, чтобы это было сделано самым скорым образом, проведено, значит, пересмотр этого решения. Мы должны получить право, которое у нас по выборам главы, в выборах местного самоуправления. Мне очень понравилось, когда выступал Исингири Гагиев, что зал затих. Когда человек говорит о политическом реформировании системы управления власти, и если мы доросли до того, что внимательно слушаем, о чем он говорит, значит, мы, как нация, на дороге становления. И меня это очень радует. Племенные пережитки и сам характер нашего сознания, что мы сегодня постоянно не можем, спотыкаемся об архаику нашего мышления. Постоянно живем, как нам когда-то сказал Борис Полиничко, от повернутой головы назад. Что даже в этом самом тяжелом вопросе мы уперлись в вопрос месячного эгоизма, когда часть нашего общества сказала, это наше дело, а не ваше дело территории. Это те самые пережитки племенного мышления, от которого мы в 21 веке не можем оторваться и прийти в здоровое состояние, здоровое, так сказать, здоровое общество с нормальными человеческими внутренними отношениями общественными. Национальное строительство предполагает обязательно раскол общества. Но не бегать с копиями друг на друга, нет. Вырабатываются 2 точки зрения, 2 лагеря. Вполне демократично формируются силы, которые в конечном итоге приходят к партиям, движениям, которые начинают определять близкородственные, со святыми одинаковыми ценностями в обществе, но достаточно демократичными, разными, так сказать, подходами к строительству общества.
к его материально-техническим ценностям, к базе формирования и всем прочим обязанностям, которые общество ставит перед собой, когда берет на себя название народа и государства. Я постараюсь коротко сказать бэкдола. Сегодня очень и очень важно нам с этой проблемой, с этой нашей земельной проблемой, очень мягко и коротко уйти от возможного осложнения отношений с нашими братьями. Хани Элчи, едей пархам это шан. А уж Руслан, президент был шаном, мы знаем, сколько мы пожертвовали ради того, чтобы эти отношения были сохранены. Вы мастер, тебе видите, как Господи. Сдавали, как я освободил, я хали хай, так вот, хали хай, так, это звонит, это шан. Саса, бег что? Злоёв слуга судья детей. Но я при всем моем критичности его деятельности в этом вопросе, я не могу сказать, что он был неправ. Я хочу сказать, что он поступил по-мужски, уносенно, как должен был поступить Дианши, там Диана, хоть это сделано, Шевели, хоть это сделано, не пользуясь этой тяжелой обстановкой, не дихали сад Диансан, мать акцию хатуш, вошхан Диана, халлу хатсад, баркбет, тахам дошки, глазу ахват, да, будут говорить, что это было одно из самых эффективных его решений. Позволите, а что нужно? Поскольку халва не ляхта мухаве, мы халва ляхта мухаве, мы мушкил да мухаве, мы да хам клодеха, тахана, исключительно внутренняя, когда мы говорим халда хадис, свои деньги, кашмыш, я могилу отцом мы не должны отдать, но мы не должны перебирать патетики и ура патриотизм. Сможете это в данном вопросе, поэтому что уже план Акин между. تجي أشهر مكان واحد نص حبيبه حمامنا نتجاوز حبيبه أسيب الجواب يا كل мы отреагируем вообще не можем. Это очень надо без всякого шума спокойно с ними, чисто для нас адас ахайша, четким голосом, а не хуяха, еду, хуё. Базу соберем, все это решится. Но у меня есть ощущение, что целая группа целенаправленно, кем-то финансируемая, абсолютным образом нагнетает в сетях эти античеченские истерии на этой нашей теме. Кто откуда, не знаю, но у меня есть ощущение, кто-то координирует эту деятельность. А когда мы нормально, озадаченные, озабоченные ребята, которые мы здесь выступаем и говорим на эту тему, у них одна задача – поймать слово. И завтра, как вот выступая, Барак абсолютно нормально говорит, что мы пришли в такую ситуацию, что сегодня у нас конфликтная ситуация не только с Осетией, но и с братской Чечней. Там сидят такие мастера, изощренные умы подлости, что завтра это будет, что Ингушетии на Конгрессе сказали, что они в состоянии войны с нами. И будут нас скачивать. Хотя безболезненно, нормальный человек должен понимать, что абсолютно понятно идет посыл. Но на таком низменном уровне идут подлости. Ах, я думаю, нам бы не мешало даже обращение сделать к чеченскому народу. Объясните им. Одно дело с руководством, другое дело с людьми. Я так-то доумели, шандат, или вейли, хандер. Я говорю, миссис, хамапаси, ла шандер, я хабрик ламадух, юахаш ламадух, вы ханши, побежидывай, фауивай, уйдет турбо, отстать, вы не будет фабур, я на цанде, я коллегиация, можно мы и обращение сделать от имени Конгресса. А с Ханяхой Алче, почему-то нам кажется, что всегда, чтобы состояться как народ ингуши, должны обязательно оппонировать нож. В этом зале мы сидим, когда ты начинаешь говорить, в принципе, они себя очень аккуратно огородили, руководители Чечни. Царь Берков, а причем Берков? Берков приехали, дальше Бал, он совсем, да, больше слова, их хватит, дальше Берков. Но давайте в данном вопросе, они себя защитили, выставили барьер аргументов, выставили. Но давайте тогда искать наши беды там, где они случились. Правильно? Правильно. По логике так. Но вот эта предрасположенность есть. Мы должны от этого освободиться. Мы должны беречь. Мы все поболели, узнаем, я вот шел, мы завошли, мы делали массу, что это сделать. Поэтому
требовать, что вы должны отсюда. Да, к сожалению, многие должны, но не делают. Руслан Сын, конечно, нам мог бы это сделать. Да, поступок конкретно нашего бывшего руководителя требует такого же ответного, так сказать, поступка. Но, к сожалению, сегодня они в поле не одни игроки. Так, Леонид, нам приходится быть умнее за них, как говорится, образно выражаясь. Вот все сумки, где я акцентирую внимание. Я должен сказать, я горд за них, у них болит сердце. Кербакта, халух, Хуабаняна цилис ходок, дух, он их цуцули, так вот будет актуально, но вы вместе главнее. Хуабаняна цилис. И поэтому мы обязаны, ведь поколение подрастающее, я очень рад и счастлив. Когда-то незабвенному Беслану Костову дал я волос, Осман Малавот, я думаю, когда-нибудь мы найдем себе осознание цены этих личностей, его именем будут названы улицы. У этого человека бесспорно был тяжелый, сложный характер. По одной тяжелой дискуссии я ему сказал, Курдолыш, от своей спеси вы, я говорю, абсолютно не думали, что будет после вас. Я говорю, и когда вы, я говорю, бросили, я говорю, все, Черси и Алисон, я говорю, бросили, все. И с вызовом, так сказать, самому себе покинули площадку, я говорю, Хаис, я говорю, где были ваши ученики? Что вы нам оставили? А слава Богу, сегодня, вон они сформировались. Дало Фарсу тяжело, да, у них, они большего хотят, у них амбиции. Но только он говорит, Адян, док бел ханялчик, хакам адбуд 20 дней, хаким хайк тадбуд. Да, сим док хаким, я 20 минут субдадян. А хабикел бел, да, шалбай, да, я У нас есть много желающих, к сожалению, мы вынуждены ограничить их, поэтому по 1-2 минуты мы можем дать нескольким людям, вот Батыр Богатырев, Волжи, Батыр Богатырев, Бихату дочь. 2 минуты регламент. Готовится Хашибульгов Адам Салманович. Дорогой соотечественники, в свете исторических событий, свидетелями которых мы сегодня являемся, отчетливо наметилась тенденция к единению всех, без исключения жителей Республики Ингушетия. Не буду останавливаться на причинах, на том бесчинстве и самоуправстве местного руководства, приведших нас, терпеливых и благочестивых людей, к внутреннему осознанию необходимости сплотиться в монолитную массу. Скажу лишь, что отныне у кого бы то ни было уже меньше оснований называть нас разделительными Волга, Орско или другие. Ибо в ночь, когда глава соседней братской республики нанес визит вежливости к почтенному старцу Нагиеву, к дому мухажера Сурхахи немедленно стянулись тысячи людей, самых разных взглядов, представителей разных типов, фамилий. Точно такая же масса самоорганизовалась впоследствии у дома Ахмеда Барахоева, нашего уважаемого, в Новом Риданке, и у Ахмеда Погорова в городе Карабулак. Именно этот фактор сделал в одночасье всех жителей Ингушетии Орсхоями. Wij mochten weer, wij dachten die een lekker die een tang. Wat dat je gaat doen, daar zie je de wisselbeen. Daar zie je Адам Салманович. И объявление. Кучиев Исмаил Баширович. Вылез удостоверение Бохчик Ден Хатьентович. Кучиев Исмаил Баширович. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум.
уважаемые делегаты и гости дальнего и ближнего зарубежья, соотечественники. Для меня большая честь сегодня выступить в этом историческом конгрессе ингушского народа. В начале своего выступления коротко хотел бы отметить, здесь много сказано, я хотел бы отметить, что на долю нашего народа во все времена эпохи выпали большие испытания, которые послал нам Всевышний Аллах, Субхану ва Та'ала. Это 44-я депортация, в 92 году события в Северной Осетии, в пригородном районе. И вот последнее событие, которое было в 2018 году с отторжением земель. Прежде чем сказать, я хотел бы обратиться к нашему народу. Мы последователи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, на этой земле, на этой ингушской земле. И, соответственно, мы никогда не должны принимать, мы никогда не должны и не имеем права перед нашими потомками и наследниками принимать такого рода вероломные законы, которые в тайне от народа, в секрете от народа, от своего собственного народа принимались некоторыми главами. У меня было вкратце обращение к духовенству и руководству Чеченской Республики. У вас сегодня есть уникальная возможность, историческая возможность перед всей страной и за ее пределами очередной раз доказать наше непоколебимое и несокрушимое братство, война отказаться от данного принятия соглашения со своей стороны, после того, как, тем более сегодня, прошла хорошая весть для нас всех, если я не посчитаю нужным для них, что Конституция Ингушетии отменила такого рода закон. И своим этим решением они могли бы войти в историю будущих своих потомков и наших потомков, с таким жестом. В своем обращении также я хотел бы обратиться к руководству Российской Федерации и правительству Российской Федерации. Не Боже вести себя так государевым людям, вести себя перед целым народом, ведя так, что как будто в республике ничего не происходит. Это не похоже на такого уровня чиновников. Я заканчиваю. И в заключение я хотел бы сказать, что не Боже вести себя, потому что ингушский народ на всех стадиях преобразования Российской империи, социалистического государства, демократического строя в последние времена большой вклад, неоценимый вклад на всех участках. Наше Отечество сегодня в опасности, в частности, нашей Ингушетии. И она нуждается в каждом из нас. И мы должны отдать себя каждый на каждом своем участке, отдать взаимное тепло этому Отечеству. Сегодня, когда нашей республике трудно, мы говорим соседям, своим братскому народу, не делайте то, чтобы завтра вы пожалели, вы и ваши потомки пожалели, как сами перед собой, так и перед Всевышним Аллахом, как представьте судный день. А другим нашим соседям мы говорим, когда мы заявляем о чем-то притязающие, вы всегда ведете себя возмущенно. Мы просто требуем то, что когда-то принадлежало нам. И это надо воспринимать как должное. В двух словах я сказал Балина Хаван Айдала. Ночи халка Аллах Ванаха, Тахана, Охра, Дучбахама, я состоятся диалоги, один ряд Ватиргахама Хоушалчи, шаг навстречу Бахбес, должны показать, что истина там, что братский, что вышел, что дух еще, что дух еще вышел. Сюда они ночью должны проявить сегодня, чтобы они вышли тоже в историю. Потому что если они знают, что этот шаг, если они пойдут на встречу сегодня, это будет символический, исторический шаг для всех, для их потомков и для наших потомков. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые делегаты Конгресса, нам поступает очень много предложений с просьбой предоставить время для выступления. Более 10 человек просят предоставить время. Если мы всем, даже год 20 не подсказывают, если мы всем будем предоставлять хоть по одному минуту, то есть это очень много у нас военных время. Я приношу извинения перед всеми, кто сегодня не смог выступить. Все-таки я хотел бы настоять на том, чтобы мы на этом остановили прения по этому вопросу и приняли восстановление. Если вы со мной согласны, то...
Для зачитывания постановления слово предоставляется Багалдину Халтиеву. Всемирный конгресс ингушского народа по третьему вопросу постановляет. На первом Всемирном конгрессе ингушского народа обсудили вопрос о введении прямых выборов главы Республики Ингушетия и смешанной избирательной системы выборов депутатов Народного собрания Республики Ингушетия. Выступающие отметили, что сегодняшняя ситуация в Ингушетии, состояние социально-экономической сферы, общественно-политическая ситуация и другие сферы жизнедеятельности нашей республики крайне критическая. Высокая дотационность нашего бюджета, низкий уровень самостоятельного дохода бюджета, низкая эффективность деятельности управленческих кадров, самый высокий уровень безработицы по всей стране, почти самый низкий уровень жизни жителей республики по отношению ко всей стране, отсутствие реального сектора экономики, затянувшийся общественно-политический кризис и конфликты руководства республики с общественностью и духовенством являются прямым следствием отсутствия возможности населения влиять на главу республики Ингушетия, глав городов и районов путем их всенародного избрания и контроля за их деятельностью. Для изменения сложившейся ситуации, улучшения состояния дел во всех сферах жизни республики, Всемирный конгресс ингушского народа предлагает Народному собранию Республики Ингушетия внести в избирательное законодательство Республики Ингушетия следующие изменения. Первое. Возврат населению Республики Ингушетия законного и морального права избирать главу Республики Ингушетия путем прямого всенародного голосования. Второе. Ввести смешанную избирательную систему выборов депутатов Народного собрания Республики Ингушетия и установить порядок наделения полномочиями глав городов и районов путем прямого всенародного голосования. Третье. Выступить с законодательной инициативой об отмене так называемого муниципального фильтра, являющегося антиконституционным и, по сути, искусственной преградой на пути реализации избирательных прав жителей республики и всей страны. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы утвердить данное постановление? Кто за? Кто против? Нет. Кто воздержался? Единогласно. Больше я слушаю. Значит, у нас остался 4-й вопрос о формировании органов управления Всемирного конгресса ингушского народа. Здесь мы должны, значит, избрать председателя конгресса, в общем, избрание президиума и избрание исполкома конгресса. Для вашего внимания вношу, значит, предложение председателем конгресса 2 кандидатуры. Это Мальсагов Муса Асланович и Погоров Ахмед Саражидинович. Будем голосовать на Мальсагов Муса Асланович. Кто за? Как считать надо? Что опустить? Еще раз, прошу прощения. Еще раз. Счетная комиссия, прошу посчитать голоса. Вот еще. Мальсагов Муса Асланович. Тамерлан, ты тоже посчитай. 1, 2, 3, 4. Вон муфти тоже за. Пресловутые 17. Да, у вас опыт большой. Читают. Терпение. Минуточку, пожалуйста. Мальсагов Муса Цоузычан, Мальсагов Муса Ервал, председатель оргкомитета. Вот он сидит, председатель. Единогласно. Большинством голосов. Я тоже за. А? Я
сразу за двоих не могу голосовать. Я имею в виду, он знает, что его выдвинули, хотя сама твой кандидат не А мы не спрашивали, мы у народа спрашиваем, у делегатов. Зачем нам спрашивать у поборов? Молодцы. Поборы, да? Счетная комиссия, доложите. Мастер Ахид Саша, Ахид. Председатель счетной комиссии Тимур Маздоев здесь? Это самый честный выбор. А как мы будем считать голоса, если нет председателя счетной комиссии? Тогда кто-нибудь, доктор Катиев, Мауна здесь, кто-нибудь доложите о результатах. А вот тех наверху вы считали? Порядок считали. Сначала проверять, понимать. Да, может еще раз сделать. По рядам посчитайте, видите, на ряды. Муса, давайте по рядам, давайте по рядам посчитаем. Счетная комиссия просит еще раз проголосовать за кандидатуру, которую я предлагаю. Мальсаков Муса Асланович. Кто за? Да, весь зал. Так, подождите, нам надо точно знать, чтобы не было фальсификации, как у нас было недавно. А то еще пропишите фальсификацию. 1, 2, 17. Вот сюда. Акчем. Кей ах вашу аль-нусра. Вы уже проголосовали, дядя? Я, по-моему, Что, председатель, это же вы же формируете закон. что там? Что ты на меня пальцем показываешь, Парахой? Подзарядить нельзя? Что нельзя? Телефон подзарядить. Он просто на прямом эфире. Давай сюда, если у тебя кабель есть, я сюда вставлю еще один дополнительный. Значит, здесь поступило предложение проголосовать за Мальсакова Мусу Аслановича и за Погорова Ахмеда Саражидиновича, чтобы они сопредседателями были. За обоих. Как вы думаете? Значит, еще раз прошу внимания. Кто за то, чтобы два сопредседателя у нас было? Мальсаков Муса Асланович, Погоров Ахмед Саражидинович. Прошу голосовать. Единогласно. Прошу опустить. Кто против? 1 против. Кто воздержался? 3 против, 3 против. Ну, спасибо. Единогласно принято. Большинством голосов. Видимо, это было предложение счетной комиссии, чтобы облегчить себе задачу считать. Я слышал, дека должен видеть, что мы можем делать. Дохлым долларов, вот это да. Вот это голосовать на
за кандидатуру Погору от Ахмада Алисовата тоже благодаряш. Валлахи энт алминагат секер халшус хулки мумарас сулика председатель на сегодняшний день его сукра лицо. Но Мусама благодаря. Мы уже дал. Так, как председателю поручаю тебе провести дальше работу. Пожалуйста. нам еще необходимо избрать президиум Конгресса, Всемирного конгресса индуистского народа и исполнительный комитет Всемирного конгресса индуистского народа. У меня голос сел, поэтому я бы хотел попросить Маурина Халукиева, чтобы он озвучил список и, соответственно, ознакомил с текстом постановления. Если будут какие-то предложения по составу, то эти предложения также будут рассмотрены и по президиуму, и по исполкому. Всемирный конгресс индусского народа по 4-му вопросу постановляет. На первом Всемирном конгрессе индусского народа обсудили вопрос о формировании органов управления Всемирного конгресса индусского народа. Заслушав доклад председателя Индусского комитета национального единства Мусума Сагова и выступление делегатов конгресса, Всемирный конгресс индусского народа постановляет. Первое. Утвердить положение о Всемирном конгрессе индусского народа. Второе. Избрать председателем Всемирного конгресса индусского народа, ну здесь фамилии Уже озвучить можно. Второе. Избрать председателем Всемирного конгресса индусского народа Майсагу Мусу, сопредседателями Всемирного конгресса индусского народа Ахмеда Погорова и Мусу Майсагу. Избрать президиум Всемирного конгресса индусского народа в следующем составе. Албаков Ибрагим Хасултанович, ректор Ингусского исламского университета имени Хамадхана Хаджи Базиева. Албагачиев Мусанна, бывший министр сельского хозяйства Ирака. Албагачиева Мака Султангиревна, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук. Аушу Руслан Султанович, первый президент Республики Ингушетия. Ахриев Салман, отчество нет, руководитель ингушской диаспоры в Турции. Барахоев Ахмед Османович, общественный деятель. Боков Иса, руководитель Франко-Ингушского центра по развитию и сотрудничеству, Франция. Гагиев Весангирей Багаудинович, президент Ингушской национальной культурной автономии города Москвы. Гагиев Юнус, президент компании Конкорд Холдинг, Казахстан. Горданов Абдурашид, богослов. Дарбазанов Альберт, руководитель РОО Даймов СО. Евлой Беал Магомедович, депутат Народного собрания Республики Ингушетия. Евлой Магомед Алис Рубекович, вице-президент по коммерции Руснефть. Майсагу Муса Асланович, председатель Ингушского комитета национального единства. Муцонга Магомед Адамович, руководитель правозащитной организации Амашев. Аздоев Аюб Джабраилович, депутат Народного собрания Республики Ингушетия. Погоров Ахмед Сараджудинович, бывший министр внутренних дел Ингушетии. Сутыгов Мочха Магомедович, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского университета, доктор юридических наук. Ужахов Малсак Мусаевич, председатель Совета Тейпов ингушского народа. Халухаев Гелани, бизнесмен, Грузия. Хаштыров Магомед, заместитель муфтия Республики Ингушетия. Сароева Марет Гайсултановна, доктор по истории религии, Сорбонны, Франция. Чемурзиев Барах Ахметович, председатель общественного движения «Опора Ингушетии», кандидат экономических наук. Четвертое. Избрать исполнительный комитет Всемирного конгресса ингушского народа в следующем составе. Беков Магомед Султанович, адвокат, города Ростов-на-Дону. Джамиева Эсет, член Совета РОО Даймов. Матиева Джела Хусеновна, член Общественного совета города Малгобек. Аздоев Тимур Хамзатович, член Совета общественного движения «Опора Ингушетии».
Саутиева Зарифа Ухрабековна, заместитель директора мемориального комплекса жертвам репрессий. Султыгов Ахмед, общественный деятель, председатель исполкома. Хаутиев Багауди Адамович, председатель Координационного совета молодежных организаций «Решитель». Прошу утвердить данное постановление. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Беков Мустафа, режиссер в Берлине у нас. Мустафа Алибеков. Куда его предлагаете? Президент. Кто против? Кто? Сейчас не скажу. Кто воздержался? Но вы, как и в предыдущей комиссии, мы ее не в окончательном виде утверждаем. То есть у вас есть возможность. Ну тогда за основу признать. Ассаламу алейкум. У меня короткое предложение. Есть в Москве проходил конгресс ингушского народа. Есть там избранный исполком конгресса ингушского народа. Там было 11 человек, осталось, по-моему, 7 или 6. Сейчас Кучиев не даст мне соврать. Я прошу или объединить, или ввести этих членов конгресса в вновь созданный Всемирный конгресс ингушского народа. Это Горокоев Даут, Хучиев Даут, напомните, кто там еще. Нет никакой необходимости. Ингушский национальный конгресс это в данном случае органично вольется в составную часть Всемирного конгресса. Это отдельная организация, состоящая на работу, никакой надобности нет. Но есть люди очень авторитетные, уважаемые, которые должны там быть президентом этого Всемирного конгресса. Я имею в виду Мустафу Бекова, нашего режиссера, который очень много и сегодня работает за границей. Есть такие люди у нас, пара Парчиева, люди, которые действительно нам придут пользу. А то, что касается Национального конгресса, который рабочий сегодня работает, он будет структурно, так сказать, составной частью Всемирного конгресса. Барклубина. Поступило предложение, мы записывали это предложение дополнительно, просто не успели вписать в список. Там микрофон был, дайте микрофон. Маргиева Хамзата, Йох Иса, включить дверь. Постановление утверждаю. Вы с утра вы готовите содержащие пары письменно, а я задержу вожах звонок возле редакционной комиссии передать дело за Борзо Мухаммаду. Куча, чтобы Фаргиев, куча, чтобы Зураба Муса, куча, чтобы Хануарцевич, Беков Мустафа, куча, чтобы Пара Парчиева, куча, чтобы Мариам Яндиева, Джамал Дияр. Ахмад. Уважаемые делегаты, у нас работа Конгресса подходит к завершению, и суммируя сегодняшнюю работу, мы хотели предложить вам проект обращения Первого Всемирного ингушского конгресса на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Для зачитывания обращения слово предоставляется Анжеле Матвеевой. Сейчас я не знаю. Продолжение. Мы завтра завершаем часа 2. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину обращение.
Мы, участники Первого Всемирного конгресса ингушского народа, реализуя свои неотъемлемые права, установленные статьей 32 Конституции Российской Федерации, обращаясь к вам, главе многонационального, демократического и правового государства, гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, выражаем решительный протест деятельности региональных властей, которые, игнорируя требования действующего законодательства, закладывают мину замедленного действия под дальнейшие добрососедские отношения между чеченским и ингушским народами, а значит и стабильное развитие Северо-Кавказского региона и всей Российской Федерации. 4 июня 2018 года на заседании Народного собрания парламента Республики Ингушетия был рассмотрен проект республиканского закона, утверждающего подписанное 26 сентября 2018 года главой Республики Ингушетия и главой Чеченской Республики соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Всю неделю, предшествующую голосованию, общественность республики буквально будоражили факты беспрецедентного давления, оказываемого высшим должностным лицом субъекта на депутатов, с целью склонения их ратифицировать данное, подготовленное втайне от жителей и подписанное, несмотря на протест всех слоев гражданского общества, соглашение, передающее под юрисдикцию Чеченской Республики почти 10% территории Ингушетии и самовольно меняющее исторически устоявшиеся и юридически закрепленные административные границы 3 муниципальных районов и 7 сельских поселений. В этих непростых условиях народ Ингушетии вынужден был даже выйти на стихийный публичный сход в поддержку депутатов регионального парламента в городе Магас. Однако административный ресурс главы Республики Ингушетия позволил ему добиться непредусмотренного регламентом Народного собрания тайного голосования по законопроекту сразу в 3 чтениях, а в последующем заявить о его принятии большинством голосов от общего числа депутатов. При этом было проигнорировано мнение одного из основных субъектов законодательной инициативы Конституционного суда Республики Ингушетия о несоответствии законопроекта Конституции Республики Ингушетия. Вышеуказанными действиями были нарушены требования статей 3, 4, 6, 7, 8, 16, 54, 96, 102 Конституции Республики Ингушетия, нормы Республиканского конституционного закона о референдуме Республики Ингушетия от 31 марта 1997 года номер 3 РКЗ, республиканских законов о местном самоуправлении в Республике Ингушетия от 17 декабря 1999 года номер 31 РЗ и об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа от 23 февраля 2009 года РЗ. Регламент собрания Республики Ингушетия, утвержденного постановлением указанного законодательного органа субъекта от 27 июня 2018 года за номером 459. Кроме того, соглашение подписано и в последующем ратифицировано вопреки нормам статей 12 и 131 Конституции Российской Федерации и принятого в их развитии федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ. А вмешательство в процесс подготовки и проведения заседания Народного собрания Республики Ингушетия не может восприниматься иначе, как несоблюдение статей 10 и 15
Конституции России и Федерального закона об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 06.10.1999 года за номером 184 ФЗ. Более того, сразу же после обнародования итогов голосования как минимум 6 депутатов Народного собрания, в последующем их число увеличилось до 12, заявили о фальсификации результатов голосования, что, естественно, вызвало бурю общественного негодования и повлекло направлением соответствующих обращений в правоохранительные органы. В таких условиях именно подписание и объявление о вступлении вышеуказанного соглашения в силу послужило катализатором роста напряженности на территории Республики Ингушетия и, возможно, будет в дальнейшем способствовать дестабилизации общественно-политической ситуации в целом в Северо-Кавказском регионе. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, представители народа, который первым воспротивился параду суверенитетов в лихие 90-е, чьи сыны и дочери положили собственные жизни на алтарь борьбы с мировым терроризмом, осознаем свою ответственность за будущее поколение и добиваемся соблюдения Конституции и принятия на ее основе законодательства Российской Федерации и, по сути, являемся вашими добровольными помощниками на пути укрепления государства и недопущения нарушений его незыблемых основ. Мы просим вас в рамках полномочий Федерации, предоставленных статьей 85 установления нарушений норм федерального законодательства и свобод человека и гражданина. С целью разрешения возможных разногласий между органами государственной власти, как в Ингушетии, так и Республики Ингушетии и Чеченской Республики, просим использовать необходимые согласительные процедуры, а при недостижении положительного решения передать разрешение спора на рассмотрение суда. Кроме того, просим вас поручить Генеральной прокуратуре и Следственному комитету Российской Федерации взять под личный контроль руководителей этих органов проведение доследственной проверки по обращению группы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия о фальсификации итогов голосования по законопроекту, утвердившему вышеуказанное соглашение. Уважаемый Владимир Владимирович, нынешнее обострение политической ситуации в Республике Ингушетия напрямую обусловлено действиями высшего должностного лица субъекта. Об этом свидетельствуют и результаты сходов, проведенных накануне Конгресса более чем в 30 населенных пунктах республики. Мнения, высказываемые практически осуществляющими свою деятельность на территории республики. 27 октября 2018 года на внеочередном съезде представители практически всех тейпов республики выразили свое недоверие действующему главе. Мы, участники первого Всемирного конгресса ингушского народа, согласен со всеми основными институтами гражданского общества, негативно оцениваем деятельность главы Республики Ингушетия и просим учесть наше мнение при формировании в соответствии с показателями, утвержденными указом президента Российской Федерации от 04.11.2017 за номером 548 общей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта. Кроме того, мы полагаем, что политические кризисы и крайне неэффективная политика региональных властей напрямую связаны с существующей в регионе системой выборов высшего должностного лица и депутатов всех уровней. Народ Ингушетии уверен, что только в случае прямых выборов высшего должностного лица и введение смешанной системы выборов депутатов законодательного органа субъекта и представительных органов местного самоуправления в
всех уровней государственной власти. Нам уже поступает предложение. Защита Шалхам уходит 31-2 разрешения митинга. Так, в принципе, надо будет снятся с митинга. Все хорошо. Если у вас будут предложения по содержанию данного обращения, просим письменно представить их. Сейчас у нас времени нет, мы будем озвучивать их. То есть письменно представьте, пожалуйста, что мы их везем, отредактируем и, соответственно, мы его направим к президенту Российской Федерации. Сейчас я предлагаю взять за основу данное обращение и... Прошу письменно представить предложение, письменно, вы с утра мы договорились, что мы будем во все документы представлять предложение в письменном виде. Прошу проголосовать, кто за то, чтобы утвердить решение за основу? Кто за? Прошу отпустить. Кто против? Кто воздержался? Масса, Илдышев. سميتي قال تتصل الشيخ حمداسر انه حتى هو استخدم سميتي ما لا نحن شق ويتيجي تعسد الشيخ في لا هو وسيج اسعد شو لا در حباشا كي تسميتي ما لا تشناها بركويا هو حل تشيكرا ما لا تشناها بركويا صعب شو لا در Конституционного суда, на суд, а жесткое требование Конституционного суда принятия его же решения, что это выполняется даже Кигры Дулы, Вамыты Дашан, и она пала до 31 октября до Хана. События могут быть нынешнего года, если ваша кита, схотя, что ваша кита, дорогая, حدو درن الشيبا بقنا الشيبا قوان تشين ساعتا بقنا قشمع دروية قوان حدو كده بقى كم غاص رسول الله لا رحمه خذ بكتي شق مدنديلي ميتينغ ويجي رزشين يوجي شريزلي شم تحت شغز شريزلي ارسكي دينا وي مايتك مدينة ديالك جلوس بود الدوش ما باسي دقيش حواشرتي بطل مول الدوش موسيق بطل الدوش اق عايشي اشتدي إذا مش كتشا ما أخيت الشارع إشتى فارس كتنا أصلاً. فارس دار الشارع فارس كتنا وده مش كتشا. بخبخلا. هذا ما حد يحكي سوكوجي رسولتي يا نخوان أربع بوجود. خوان دعارة يعني اسمه سكوني آخر بوق ده بقى تهمنا أوزورجي فعل سبناوات ميتي إلى تارجي شو أختار شيء نبني أتيش بخدات بس حال بيان شخص كده بيان ويدخل بيان يبغى قاش تبيان بحال يشتغل في وجاه هذا بيان وده هذا بيان أكمل ولا تلسكنا يواشك في روز ولا تبيان أخ ضد موسى أقصى بروجينيوس قال وهي حواشقي تيجي تشتغل يا قوي بين قوي تيجبرو تشتغل حول بريبر بريوني خصنا أضاقش خصنا دير ساقطوش مال قيد بقول سامدو أدتوش أشتغل بوق بيجي قوان أسبوع هذا يشتغل آخر الشهر ما يبيه يشتغل والسحاب لما جاء ساعة تشدش أو دزم برسل يبوق ويدبول بوكش لدين سحاب شنكرا ويمقع سلاح تجاه
مسؤول شمت الشيء وين عقله دقه غدات وين حجر وين مردات وين أمر نور ده وين يصير سنوت اللي يديروا كاو يا عمرو ميدر بقى مش حاجة أصدقنا хочется подчеркнуть лица всех делегатов нашего Всемирного конгресса ингушского народа выразить благодарность Бачурину Сергею Викторовичу. И Хидирову Рашиду тоже. Выражаю благодарность. Также, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству Назрановского и города Магаса за то, что они нам помогали. Аллах чудя хамда счастливы. Аллах духа отдел данный твой. Молод дали цадя чулка сам баркал алвай. Шарязали. Все хамда баркал даряс. آخر بكل يا أخوك أرنا كوك أمر نزاع سجى الله رياض خلشان مسلين يا رياض خل مساج بياخد وقت كذا كثير ما نقدرش بياخد وقت عهو شو بياخد وقت أنت بقول كذا كثير ما نقدرش يجيب الزعيم أبي طبعا أي نعمل ده شيء بعد أي يجبر بوه إذا يتعدوا ذلك برا حول تعدوش أبيز موش أخذ كل شيء من تعشيب الشعب أخذها ورا أي إشاء دعوة ويجين لك Конституционный суд вынесел решение, просто многие, может быть, не понимают, Конституционный суд не отменил закон о установлении границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Он признал неконституционными нормы положения этого закона. Конституционный суд со своей стороны, суд Аллах Ясвалцан, они свою работу выполнили, но если вы думаете, что власть сейчас побежит исполнять положение этого постановления, то вы глубоко ошибаетесь. Юнусбек Маматович уже заявил, что он подаст жалобу, заявление в Конституционный суд Российской Федерации с тем, чтобы проверить компетенцию Конституционного суда Республики Ингушетия. Поэтому этот человек не остановится, он будет продолжать борьбу. Вот. И поэтому каждый из нас, вот, мы же не просто здесь собрались, мы собрались здесь каждый из своих населенных пунктов, поэтому я хочу обратиться к вам, чтобы вы не расслаблялись и переходили к другому этапу нашей борьбы. Это значит, что вы, вооружившись постановлением Конституционного суда номер 19, должны инициировать проведение внеочередных собраний своих муниципальных депутатов, на которых должны присутствовать и главы муниципальных образований. Это касается в первую очередь Малгобекского района, Сунжевского, Джайравского. Это те районы, часть территории которых должны отойти к Чеченской Республике. Вы должны инициировать проведение собраний депутатов. Депутаты должны отчитаться, какие документы они подписали, или они готовят подписание документа о передаче земель, обсудить это постановление и на этом собрании, значит, принять какой-то документ, либо устно запретить депутатам дальше реализовывать действия этого закона. Не надо думать, что МВД или прокуратура или какие-то другие органы сейчас начнут реализовывать постановление Конституционного суда. Никто это делать не будет. Закон до сих пор это действует. И единственное, что мы можем сделать, это на уровне муниципальных образований остановить его реализацию. Это в силах каждого из нас эту работу сделать. Поэтому делегаты от Акиюрта, от Троицкой, от Сунжевского района, Бердюрта, Чемульга, Ашты, Гули, Джайравский район, все эти депутаты должны немедленно провести внеочередное собрание, обсудить это постановление и принять меры к тому, чтобы реализация этого закона была приостановлена. Поэтому. буквально каминка, дождь, Сулейман Махмад, то же самое, Цундерсу, Дывей.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوي أن عشت تربية كتير ويكحلي داوي كتير ويشقلي ويبيض اللي غصن وجدال بيت كتير تفاضل بيزمر شيء ويوقرص على ساعة قلنا دي أرض ملون وصدق قلنا دي أيام خيرتون حار سرق ينششي ينكبت نسكول والله شوارع قلنا دي يسقط تجي أبصار يعني شو ديونا أكو عداقة وهم داس لطم وجدال ويدجلوا جواسية ما لطم وجدال ويجابلوا بهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هاي الله دوجنا الله عقيل الشرش وقولوا قولا سديدا بطلوا جدوش والشرش متشع شداليه والله مهدي شداليه بطلوا جدوش والشرش سبقت شتهن بطل دش خلص يعني عشان أمر دول دار نجا شو بطلوا شو بطل شامن ده أخوة ليس من ده شو فلي يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يغلطون مش دار نجا شو ليس من ده شو الله كدار شن بيلت أهلي طيب يشو عنه شن عمل جدار طيب يشو عنه لقد وجدار لخلص من ده عشان مش جيش تدش عنه لقد وجدار تدعي أكبر خلص شاء دي الناس ديش أنا اللي يستغل بعن أصحاب جماعة تسوق الله وسنا حلو هذا سرق يمشي كم بدين تسيرون والله دول أورا ديش أنا كذا سرقات يبغى بعض ديش أنا دي أنا لا أحتاج دوزن مشكلة بعض ديش أنا إستوري تجبات تجاه شيء كم بدين تسيرون شو تسوق دول أنا بعد ديش أولي ميتين يمسك بعض دول فيجو ويا ياخذ مثلا ياخذ إذا أمن تسوق تجينا أمن سليمنا دكتور بالج يجينا أمن تليهم بوات تجينا أمن غازوش إسرة إذا بوسو بنت دلشي خاصدس أمن وعادة دلشي خاصدس أسحب خاص يا أخوي ويكون خجاد ورحمة لا نخاف في الله لومة اللائم بيت وقت الورود سيد بيت سقي رجال داوي الأمر مدربين خاص يا أخوي إذنيش ذات يا أخوي تقصد اليوم ويا خاص لي شاف تمودو شان هنا وين دات ليش نعم دات اسمه هندس تعطينا ازلاك شو أصلينا خلص ضد واش راح نخلص خدها ده هنا كيف واش جوزو كو ازينا كو ده تجاه إذا واصل جيس كم بديت نبوبوش ناعساني وين ديش نبغى نبوبوش وين ديش نبغى نبوبوش ناعساني واصل جيس وين دميرك ديش تام شغل نبوبوش ناعساني وين خرج نبوبوش ناعساني واصل جيس لا تسمع تجاه وين وسكت اشتر وين وش وضوح سدري وين نلو هم دينا بث ثانية فاهم ثاني مع الأرض والدار ولا تنازعوا فتفشلوا وتتبرئوا من الله المجدال شو عايش ديك مليلش يغلش تحاولوا يوصلش نجاس شو بث سخلي تحاول يا سخلي شن سرعة الدشان شن نزع الدشان تأخذ إيش الدشان الله المجدال بث تعبوا الله المجدال وين حبوا جابوا وين يقى لطم مجدالة تشبع قول ضوضا أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخوي دكشن شو عبرت على درسهم الله يرسل شو وصار هذا يختار وده دعوة سراق يوزع لاس ديس صوتوا يا باشا حبيب بوبر أنت إيش وزع لاس ديس الخوش زميل توش خلقه يقع الله ما يدرسه يا ريس شو وآخر خي حق دعوة تشتي خي نز دعوة تشتي يبوخ تنبي حاجات هو نسبي حاجات هو وين مصنع خدوش بيرتك خدوش بيني خدوش بي حاجات هو حتى غلط تجدين خدوش تو ده غلط كنت الوار دير واش شاور حتى تدو أش حمنا كنت الوار دير واش دار عند الإحتياج عشوائي كمية سياسية دانجي دار عند الزبط كمية من حال خير كيش مجدا دي برودي تجي دار عند إن شاء الله ده الله يتميز وين مالوري شو يعني عشان الله قاعد يدور يدخل كل حتى أبو خدوه دار عند وين حشت سباشي حشت حجج حنسر من الله تجويسيو ويسكتوش في دار عند دا برتا بوبي دا تراو طايوبي دا ويلي شو دوت دا
Beyazlar başına kadınlara turba kıldı. Hazreti Tormaları Samsır Viktor'a ait nişan, Akden bu dönem Sırtya ve Gil nişan ve bu Nakaç bu Şumpurmuz. Batıl bir yere salçım. طبعا الاستاذ يوسف مساعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن آيات مهم بشي بركوش حدي الله بسم حدي واش حدي قولي آمين 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 يا رب 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 آمين فاتحة فاتحة Звучит Аруда Ушату Белыш. Лами мягко хозар долдаты, дарятся ухо голгайчи, курьялышни хайдаху, дыми мелат яхо голгайчи, Аллах дялы мецва голгайчи, везен дялы йохи голгайчи, Аллах дялы мецва голгайчи, везен дялы йохи голгайчи, лятты даттыл яхка не чомыш, мастарыш хадир гаяныш, Ezdi kabahat yerah fangiş, şerrefe buğa bereriş. Allah değerli mitzvah Allah için, şerrefe mitzvah Allah için. Allah değerli mitzvah Allah için, şerrefe mitzvah Allah için. Doni çohye khagiyat atto, gezbeyn hayat safir, latta akhsh dakhil talat, nifqati azlat akhir. Allah dal nifqal Allah için, latta akhir nifqal Allah için. Allah dal nifqal Allah için, latta akhir nifqal Allah için. Wa on gasatus haylash, doktor moylo aşağı. Khalyafi hamasız zilak, korktuğu gel yolazır. Allah del nifqal Allah için, korktuğu khalik Allah için. Allah del nifqal Allah için, korktuğu khalik Allah için.
умерла от счастья. Хотя понимала, что это просто... Я понимала, что это не конец, это просто... Ну, подожди, заканчивай трансляцию. Сорян. Тут некоторые хотят попасть в телевизор. Документ. Так, сейчас фотографии. Давай сфоткаем. Чуть позже, подожди, я эфир не закончила, чуть позже. Так, люди делают групповые фотографии. День сегодня был хороший, друзья. Что бы мы ни говорили. Ты стараешься попадать, Сейчас. Хабибула. Поснимай чуть-чуть. أمير فقط والله أنغيت شو هذا دخلي ها ديك دخلي ميكي عفاد مين لك твоя Нормально. позиция так служба безопасности Фадда служба безопасности Фадда докладывайте сводка сегодняшняя сводка 0 замечаний да видишь вот Юнус Аллах Салам алейкум, Надежда Хамди. Это автор гимна, который только что прозвучал Рамзан Суру. Любите его. Рамзан. Ханди чакка. Митинга венурсан. Как будешь я, кто-то тебя увидел, не смог я с тобой поговорить. Азах. Хабибула, все, Элла, Хамда. Фад. Служба безопасности, Фад. Служба безопасности, Фад. Ничего, он дрочит. Давай, диктор аут. Так, информационщик, что вы скажете? Как прошло мероприятие? Я довольна. Да. Хабибула Бисара НТК Ингушетия. Хабибула Бисара НТК Ингушетия. Я довольна. Я довольна, во-первых, тем, что здесь было очень много ингушей из разных регионов, тем, что было вынесено решение Конституционного суда. Я понимаю, что оно не окончательное, и оно, возможно, не так много значит на данном этапе, но тем не менее, это победа вот в этой битве. Нет, в бою. В бою, да.
Вот. И я не знаю, я очень устала, но у меня очень хорошее настроение. Плохая музыка. А? Плохая музыка, очень плохая музыка. Не, знаешь, что вот такого я не испытывала давно, что так вам душить. Это не просто дежурное Ты про момент ликования? Про момент, про атмосферу, которая здесь царила, и вообще про все. Это очень круто. Очень круто. И души, я вас люблю, и все остальные тоже. По-моему, Эзер. У вас что, продолжение? Да, это мы продолжаем. Я вообще благодарна всем, кто нас поддерживал. А нас поддерживал очень... Сейчас хорошо. Нас поддерживали, как там, очень многие люди со всех регионов России, мне в личку, и на страницу, и многим другим участникам. Которым ты не успевала отвечать. Да, если не успевала, извините. Да. Очень многие писали. И Вот писали она, слова почему поддержки. вам не отвечал. Для нас это очень важно, и нас это мотивирует. И я надеюсь, что все будет хорошо. И эта битва закончится победой закона. Ингушетия с вами. Виват Ингушетия. Ингушетия forever. Да, forever. Ахмед Бузуштанов. Ну, зал уже потихоньку опустошается. Не потихоньку, а прям Да, прям моментом, да. Ну, целый день сидели, около 10 часов. Было принято 4 постановления по очень судьбоносным вопросам. Народ Ингушетии очередной раз высказал свое веское слово, свое решение, которое власть должна учитывать. Мы завершаем на этом наш репортаж. Оставайтесь с нами, ждите хороших новостей. начнут подтягиваться, 10, наверное, Все, завершаем. Фото Езу. Нет, я хотела, чтобы мы с тобой сфоткались. Да. Давай сфоткаемся. Окей.